Встречи с жителями проходят как по инициативе народа, так и по желанию самих депутатов. Например, в Сухумском микрорайоне «Маяк» собрано уже более 700 подписей против предлагаемого проекта закона о повышении уровня развития восточных районов страны, включающего в себя строительство апартаментов. Открыл встречу с депутатом Науром Нормания во дворе 7-й школы житель «Маяка», герой Абхазии Руслан Харабуа. Аджимугас гетегол снаги тегон. Эхеге чимугас я тадыргол хаячук. Эше фасфор. Дар зибаб супастара. Уюза стара комс айбашран. Ихастара ихаб хигдул стара. Удар зей шгуб избана бзер. Бриазара ништерхва. Аом талаза. Апсва. Захунтап тротха, сгуяну год сарасхата, сарги сгуяну год шергюбас шхусотха. Сара айбашраналага, а я шашас от Москва сого на царастон. Уй каждый сайт брахсинаоз, сас расхусум снхача, сара сасхусум апсны, а хауи уже юхаргла зом да ирзелка зомава. Сара сасхусум запсны, ехаге таглдаша. Апсна шартары таглу. Убри зэмбо измахо генгаш зерклап сыздыру селкау сарай рыхи запсо селкау. Убаса гвана грасиму абри апартамент хаигу адргылут ярго рыла апсны рыртут. Апсны дунехан яхмо псахо хамо ахсо хазымдыру апсва дунехан рыдгыл ртизомс. Ахаужия таглазачи ихалас рыдгилатыры типа хаясна. А пара гасо хас гермазм рыдгилаку дачакаку я хаундес хау изо пара. Изо пара змороп изо. Шараха драха сирмумо псна. Хас сирмазм зынза. Ап акаалар анчем хана акаалар юни сот апхазиго рабхазиго на юни сот сраялагу. Апсва бра яха хазит згус хаму сараков абри апартамент хайсу уш абриам чиб парламент акнеот ира иштер ход абри сара абри стара штер бхраза хануп хаззезс уи шо таглазаша и шазники схот абсраша хнаргот хаззик апсва хакут заот убриоп изчу уи ажгим хата أياش غرطوتها أي حبرة يرقر تزوم أياشرة هاك زاوت حي هاكر خر تخوبة بش زنزا قملاسشة وأنشات حاسب حرا أبسوا أنشا حريح زنز بوزر أنشا يزبوت حرا زحن وواس بيانا قسرة. Сам депутат Наур Нормания рассказал, что инициативная группа жителей «Маяка» в короткий срок собрала 700 подписей против законопроекта, но сбор еще продолжается. Коллективное заявление. Уважаемый Наур Геннадьевич, мы, жители микрорайонов «Маяк» и «Депо», выражаем свой протест принятию законопроекта об апартаментах на территории нашей страны, так как этот законопроект принесет непоправимый вред ее суверенитету, за который сложили головы лучшие сыновья и дочери Республики Абхазия. Просим вас учитывать наше мнение в принятии столь судьбоносного решения. Идут подписи, начались они 17 июля 2024 года. На сегодняшний день на моих руках 700 подписей. Но они не останавливаются. Я не ищу очень много подписей. Мне даже и достаточно 700 подписей. Но что хочу отметить. Не учитывать ваше мнение я не имею никакого права. Однозначно ссылаясь на то, что вы обращаетесь на мое имя, волеизъявление каждого жителя округа, где вы обозначаете свой протест по данному законопроекту об апартаментах, плюс сам лично изучил, насколько возможно. Может, я не такой великий юрист и экономист, но цифры тоже упрямая вещь.
кроме угроз и опасений, у меня ничего не остается. Суммируя вышесказанное, я, естественно, буду голосовать против данного законопроекта об апартаментах. На встрече своего коллеги с округом присутствовали также и другие депутаты, уже выразившие свою позицию по данному вопросу. Кан Кварча, Дмитрий Маршаня, Инар Гицбе, Димур Гогия, Эрик Штуни. Также встречу посетил депутат Левон Галустян и в ее ходе обозначил свое мнение по обсуждаемому законопроекту. Я благодарен в первую очередь своему коллеге Науру Геннадьевичу Нормане за приглашение на эту встречу. Буду откровенен, для меня микрорайон Маяк не чужой, мы как бы соседствуем, я сам проживаю в селе Гумиста Сухумского района и буду откровенен до конца. В 2004 году многие из вас доверили в том числе представлять ваши интересы в Сухумском городском собрании. Я избирался от микрорайона Маяк в Сухумское городское собрание. И вот если отматывать пленку назад, хотел бы искренне поблагодарить вас, в том числе за тот кредит доверия. Сегодня представляю 23-й Гумистинский избирательный округ. Встреча со своими избирателями в Сухумском районе пока еще не запланирована, но мы думаем об этом. Сегодня были определенные разговоры со своими избирателями, друзьями, коллегами. Не буду скрывать, некоторые здесь присутствуют. Вы знаете, сегодня у нас в интернет-пространстве активный такой флешмоб. Вот, и я, наверное, вот, как гражданин Абхазии, как житель села Гумиста Сухумского района, тоже хочу сказать, что я против апартаментов. Эмоционально выступила жительница микрорайона Маяк, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Цаала Гадлия. Какая гарантия, что там не купят эти квартиры эти же грузины и будут за нашими спинами, загражденными 10-метровыми заборами, это не исключено, теракты будут готовить? Какая у нас это гарантия? Кто это нам даст, нашим детям, нашим внукам? Кто даст эту гарантию? Он даст, да? Давайте люди, женщины, материалы, которые до сегодняшний день своих сыновей похоронили, в земле лежат, воспитывают своих внуков без отцов. Не допустим так, чтобы наши дети, внуки, правнуки повторили то, что мы сделали. Голодные, холодные, у меня на руках такие ребята погибали. Я так считаю, мне 70 лет, мне уже бояться нечего. Может, я одной ногой в могиле стою. Я скольких ребят на руке у меня умерли во время войны, которые просили абсентулаха куйтрават, и что мы сделали? Люди должны очнуться. 10% того, что наша Родина получает, людям не идет. Если мы хотим развиваться, квартир полно. Во встрече в Гагре принимали участие сразу 4 депутата парламента – Бадрик Пилия, Алхаз Барцыц, Тимур Бея и Галус Трапезанян. Модерировал диалог депутатов с жителями района председатель Аруа Тимур Гулия. Алхаз Барцыц напомнил, что принятие этого законопроекта инициировано депутатами, представляющими как раз Восточную Абхазию. И сам он считает, что рассчитан документ исключительно на развитие района. Их подписало 4 человека, но там еще есть двое, которые они подписи свои не поставили. Это непосредственно, да, получается, жители, сами они живут в этих городах. Это Пламчал, Гала, Чемчира. Их отцы, они также воевали. Вакаба, отец, он на войне геройски погиб. И что касается, да, говорит, что там кто это инициировал этот законопроект, то есть они предатели, там увидели это все, что пишут. Короче, я не хочу сейчас на этом заакцентировать свое внимание, но я не считаю это справедливой, объективной точкой зрения. Эти ребята такие же патриоты, как каждый здесь присутствующих. У них это видение было сформировано с того, что они учитывают, да, то население, те обстоятельства, в которых они уже пребывают 30 лет. Исходя из этого, у них возникло желание в этом законопроекте отобразить определенные вещи. Когда мы говорим об апартаментах, я хочу, чтобы это звучало из наших уст более корректно. Да, здесь непосредственно речь идет в этом законе о многофункциональном комплексе. Депутат Тимур Бея высказал свою позицию. Изучив законопроект, он не увидел в нем никаких рисков для абхазской государственности, иначе не позволил бы себе поддерживать такой документ. Восточную часть развить хотим, страна вся это хочет. Я что хочу сказать? Я с моей стороны, я это предательством считаю, лично за себя говорю, никогда в жизни я не проголосую за жилье, чтобы жилье продавать
ни гражданину, ни нашей страны это запрещено. Для меня это табу. Это коммерческая недвижимость. Кто будет покупать, скажите? Будут покупать разные люди. Гражданин Российской Федерации может купить. Как же я переживаю за это все. Вот давайте сейчас мы обменяемся вопросами. Вот вы говорите вопросы, да? Если вы меня убедите в том, что сегодня может грузин купить это, да, я никогда на это не пойду. Если вы меня можете убедить в том, что апартамент сегодня построится и купит гражданин Российской Федерации, и он придет со своими детьми, там жить будет в школу, он пойдет. Ну, я тоже в это не хочу верить, потому что по черному на белому написано все правила. Если бы кто-то смотрел. Депутат Бадрик Пилия высказался против принятия законопроекта. Для меня лично есть другие моменты. Мы на бумаге все прописали, к моему великому сожалению, к моему стыду в первую очередь. Не знаю, может у кого-то еще будет такой стыд. Мы сегодня, у нас все законы красиво прописаны на бумаге, но с реализацией у нас все хромает. Если кто-то не считает, что я не прав, пусть мне скажет, да по каждому закону я это говорю. На бумаге все идеально написано. Конечно. Реализация не в стране хромаем. Это не говорит о том, что сегодняшняя власть плохая, вчерашняя, завтрашняя. Это мы все плохие. Мы все пока плохие, мы не дошли до нормальной реализации написанных законов. Я самый элементарный возьму. Мы запретили, наш созыв парламента, вот мои коллеги, запретили ввоз и продажу вейпов, вот этих, чтобы дети не курили. Давайте выйдем вот сейчас в ближайшие магазины и посмотрим, продаются они или нет. Встреча в Гагре проходила достаточно эмоционально. Формат вопрос-ответ быстро перешел в плохо контролируемую перепалку всех со всеми. Жители Гагры начали поднимать проблемы своего района. Один вопрос. Земля. Как она продалась? Объясните, на ней ни один объект не стоял. Как она продалась? Если даже она продалась, без разницы, для города этот объект необходимый. Как вы могли разрешить? Подожди, это не важно. Купили, городу необходимо автостоянка. Значит, автостоянка должна ставить. Где машины ставить? Сегодня не могли. Уважаемые, вы сегодня не решили объект, не решили вопрос в городе Гагра. Вы сегодня хотите решать вопросы где-то за Бачинарем или еще. Вы вот здесь мы этот вопрос не можем решить, я вам говорю, что нет. Почему вы не можете? Вот я вам отвечу, можно? А почему вы возмущаетесь? Бюджет Гагры был 350 миллионов, сейчас миллиард 200. Знаете, пожалуйста, мы половину отдаем, это на подоходы налог уходит в республиканский бюджет. Все деньги у нас не остаются. Так как депрессивные районы, Кварчало, Чемчира, они депрессивные районы. И вот эти деньги, да, сюда уходят. Мы за что говорили, даже не говорили, что если Кварчали, а Чемчиры, они от нас отойдут, условно говоря, без дотационный год, все деньги, которые мы будем зарабатывать здесь, в Гагринском районе, в Гагров будем вкладывать. Сегодня у меня на Бзыбе, я на Бзыбе избрался, я Бзыбский, и у меня сегодня 4 заправки на Бзыбе у нас. У нас сегодня ресторан, у нас сегодня торговые центры. В Арчеле ни одной кафе нету, ни одного. Ни одного кафе нету, куда приносить. Отдельно людей волновала возможность приобретать апартаменты лицам грузинской национальности с гражданством Российской Федерации. Чего вы не сможете сделать? Они придут с российским паспортом. Они граждане России. Вы сегодня говорите, они не могут заехать. Завтра они заедут. Если завтра заедут, зачем нам апартаменты и вообще что-то? Нас не станет здесь. Так он в меню придет людей, зачем в Калужине ходите? Меню, так он распишется под меню. Дураков нет. Сегодня через подставных купит 10 там будет слушать экономику Абхазии здесь. Это не так, как вы говорите, это неправда. На данный момент уже анонсированы встречи с депутатами Инаром Гицба, Тамуром Герхелия, Даутом Хутаба, Бесланом Халваш, Инаром Сацба, Фазлыбием Авец, Баканом Кварчая. По нашей информации готовится ряд встреч и с другими депутатами. Мы продолжим следить за развитием событий. Элеонора Гилаян, Абазатова.